Даже ругаемся. Это группа только небольшая. Ну почему? Нормально, потому что я голубем с этих там, скажу нормально. Очки заработал. Робить, что кто хотел. А это смешной вопрос. Комиссия юридичним отделом, проводив юридичні консультації, і ми прийшли до таких висновків. Я тут грубо порушив всі можливі закони, знявши з посади головного редактора господара Середича. Я потребую господара президента отменить свой незаконный указ и в знак протеста долучаюсь до сябров оппозиции и объявляю голодовку. Где судят не тих, кто краде, а тих, кто выступает в супротив этого крадежа. Подарок президенту. Те ведаете вы, что банком Белагропромбанк, где был старшиней Чигирь, в 93-м, в початке 94 года было выделено 145 миллиардов кредитных ресурсов фирме Пуше. Те ведаете вы, что фирма Пуше, строя зараз коттедж Чигиру, ті має право прем'єр-міністр Чигир займатися зараз керівництвом у вашій структурі. Чому до цієї пори не відхилена до влади Синіцин, син якого оплачують комерційні фірми більше за 10 тисяч доларів кожен год. Чому не відхилен Тітенков і інші люди? Тому в знак протесту я долучаюсь до голодовки і потребую відставки тих людей, які зараз не можуть, не мають права по моральним законам керувати нашою білоруською незалежною державою. Тому я звертаюсь до вас, господар президент, виконайте свої предвиборні обіцяння, зніміть тих людей, які, порушаючи закони, жили за кошт білоруського народу. Но даже уже у меня кончилось терпение, и я считаю, что дальше мы просто-напросто не имеем права так работать. Один президент, ни спикера парламента, никого, один голос президента, ни одного слова депутата. Что это такое? Телевидение, что стало придатком президентской власти? Что налогоплательщик не имеет права слушать своих избранников в парламенте? Почему такая ситуация? Это делается для того, чтобы искоренить окончательно и белорусское сознание, и белорусский язык, и белорусскую государственность. Подумайте накануне референдума, что вы делаете. Остановитесь, пока есть возможность. И вроде мы с вами договорились, я не знаю, что с вами произошло за эти несколько дней, что вы здесь пылко выступаете, заявляя о том, что республики нет. Заявляю вам, что республика есть и будет, что бы ни говорили там русские, Жириновские и прочие. Сегодня есть президент, сегодня есть Верховный Совет, и будет Верховный Совет, и будут президенты в Республике Беларусь. И никому кресло президента белорусского не будет подарено. Ни в России, ни на Украине, ни в Польше, ни на Западе. И прекратите эти инсинуации здесь в Верховном Совете. Что касается трансляции на телевидении, я перед вами глубоко извиняюсь. За это на телевидении сегодня я разбирался утром за вчерашнюю трансляцию. Мною было четко поручено, выступает президент, в противовес столько же времени выступают депутаты Верховного Совета, чтобы было все у нас уравновешено. Ну что с вами происходит, уважаемые депутаты оппозиции? Не надо такого вот двуличия. Против. Объявили голодовку. Объявляйте. Еще раз хочу вам подчеркнуть, что сегодня политическая карта подбрасывается в отсутствии всякой экономической карты. Да, именно подбрасывается. Посмотрите на нашу экономику. Итоги выполнения первого квартала. Она провалена. И для того, чтобы сегодня этот провал закрыть, нужны новые политические споры, нужны раздрай наших.
республике не определен курс, не реформ, идет пересаживание одних людей, которые завалили реформы, завалили республику в новое кресло на новые должности. Так давайте же разберемся. Александр Григорьевич. Уже город Солнца-1 построили, вы там строили несколько лет его, и какой результат? Один, второй, третий раз выходите к микрофону. Или вы себя уже исчерпали? Ну так имеете же совесть, ведь пресса смотрит, телевидение снимает, народные депутаты сидят, и все слушают, как красиво провалена здесь экономика. Ведь с меня люди спросят за то, что происходит. Ведь они не будут разбираться, что виноват. Но вы ж помните нашего ведомого лидера, який казав мені, нема повномочий. А народ это не уприял. И он сказал, ну як у тебя нема полномочий? Ты же керовник, ты же высшее должностное лицо. Президент несет 4 вопроса, как бы вы ни голосовали, на референдум. И этот референдум пройдет, как бы тут кто-то не голосовал, кто-то не хотел. Если не будет соблюдена Конституция в эти последние дни, я это говорю совершенно особо.